Лица были закрыты не потому, что следы пыток на них, на лицах они не оставляли никаких следов. Чтобы было понимание, видео заблюренные и видео, где они сидят за столом, сняты с разницей где-то в час. Потому что одно снимали на нижних этажах у ФСБ, а где они сидят за столом, это третий этаж, это кабинеты руководства управления ФСБ в Крыму. Закрывали лица, потому что перед ними ставили телесуфлер, и чтобы по движению глаз невозможно было определить, что они читают заранее заготовленный текст, вот таким вот образом поступили. Что касается применения пыток, то, конечно же, не секрет, что российские силовики применяют запрещенные средства и методы для достижения своих конкретных целей. Когда поставлена задача получить показания, времени не так много, это в районе суток, может быть полутора, потому что потом человека могут хватиться, начинать искать, поднимается шум. И мы видели на примере нескольких уголовных дел в Крыму на протяжении последних лет, что эта практика пыток активно применяется. Вот можно вспомнить фрилансера, журналиста Крымреалии Владислава Есипенко, которого буквально полгода назад также пытали током. Можно вспомнить Рената Параламова, до этого пытали Николая Карпюка, многих. Наиболее эффективные средства и быстрые для достижения поставленных задач – это применение электрического тока. В случае с Асаном Ахтемовым конкретно ему прикрепляли электроды на уши и, используя машинку связи военную, которая выдает определенное напряжение тока, пропускали, фактически через голову, через мозг эти разряды. Это очень болезненно. Я думаю, что ни один человек не может выдержать этого. Это применяется по несколько секунд, включают в течение часа 20-30 раз, пока у человека просто ощущение, что у него взрываются мозги. Кроме того, над ними проводили обычные избиения, то есть били не по лицу, чтобы не оставалось следов, били по животу. Мы видели, что Ахтем держится за живот, что Асан Ахтемов держится за живот. Мы видели его в здании УФСБ. И в суде, буквально через 1,5-2 дня после этих событий, у нас есть опасения, что у него может быть сломано ребро или в нем трещина. Именно от этих ударов. Кроме того, братьев вывозили в безлюдное место, в лес, перед выкопанной могилой, ставили и имитировали расстрел. Говорили: беги, мы сейчас будем в тебя стрелять и скажем, что это попытка к бегству. То есть это такой обычный набор, к сожалению, действий российских силовиков, в котором нужно быстро получить нужные показания. И, конечно же, особое внимание надо обратить на то, что при применении этих пыток присутствовал адвокат по назначению. Это стало известно впоследствии. Асан говорил уже независимому адвокату, который мог к нему попасть. Этот адвокат по назначению присутствовал при этих пытках. И когда Асан спрашивал, зачем вы это делаете, этот адвокат заявлял, что это стандартная процедура. Поэтому, конечно... Если коротко, Итагин вопрос хотелось бы услышать. Я впервые об этом узнаю, о связи, родственных связей Эмиля Джипар, первого заместителя министра иностранных дел Украины. Мы понимаем, что человек Эмиля Джипар была вовлечена активно в процесс тоже саммита Крымской платформы. Есть ли связь между этими задержаниями и родственными связями? Я не могу сказать, если действительно, вероятно, существует какая-то связь. Однако важно отметить, что и Асан, и Азиз, они были активистами, они были молодыми людьми, которые выражали свое мнение относительно непризнания оккупации Крыма мирными способами, они участвовали в мирных акциях. И, конечно же, такие люди автоматически ставятся спецслужбами России на контроль. И когда возникает необходимость кого-то привлечь, кого-то назначить виновным, именно они находятся в списке первыми.